Так, всем привет, ребята. Сегодня что, какое число у нас? Вот, друзья, первый заказ. Саша еще не ушел. Приветствую, приветствую. Как у вас дела? Все хорошо? Работа прет? Красавчики. Вот он, народный стадион. Что я могу сказать? Да-да, иногда в Польше такие вот. Сегодня что, какое число у нас? Сегодня 16 ноября, по-моему, да? Или 15? Нет, 16 ноября. У меня второй день выходного. И решил сегодня поработать на доставке. Посмотрим, сколько я сегодня заработаю. Время у нас... Саш, посмотри, пожалуйста, сколько время. 2 часа. 2 часа. Холодно. Где-то 4 градуса, по-моему. Рассказывай насчет работы, как вообще? В Лову работа идет? Ну да, у меня просто тут подработка была. И я было немножко... Короче, у меня и там подработка была, и в Глово подработка. И как бы в целом нормально получилось. А сейчас... А так, если конкретно в Глово работать, то 250 злотых за день легко можно делать. Если постараться, то можно и 300. Ну, минимум 250, да? Да, пацаны, вот я встречаюсь там, так скажем, в момент рабочий. Они там умудряются и по 350 зарабатывать, не знаю как, конечно, бегают, что ли. Мне кажется, они с утра выезжают где-то 10 часов и работают до 12, может, да? 12, Там максимум 14 12 часов было. А максимум 12 только? То есть на болте можно хоть 24 часа работать, да? Не знаю, ты где работаешь? Ну, я особо как бы не работаю сейчас на доставке, я так чисто подрабатываю, чтобы на выходные, когда работы нет основной, то чем просто лежать дома, я выхожу на доставку. Как вчера, как сегодня. Но я вчера во сколько я вышел? Где-то в 5 вечера, 5-6 вечера вышел. И до 12, сколько я сделал? 170 злотых сделал. Это сколько часов? Это, ну, где-то 6 часов примерно. 170? Да. Нормально, да. Минимальный заказ, по-моему, 10 злот было, а максимально у меня один попался 22 злотых. Это где-то я 6 километров проехался. Вот. И, в принципе, декабрь месяц работы на доставке есть достаточно. Так что, ребята, работаем, не лежим дома. Приятного аппетита. Он только проснулся, я уже успел покушать, позавтракать. У меня сегодня выходной, я сегодня... У тебя выходной, что ли? Ну, я занимаюсь сегодня сбором документов для подачи на карту побыта. Ну, вот поеду в свой офис там решать вопросы. Ну, насчет этой темы, мне кажется, мы с тобой отдельно видео как-нибудь снимем. Насчет документов, какие документы надо собрать, куда идти, да? В принципе, можешь же подсказать? Можно, конечно. Вот. Ну, что, насчет работы, ребят, увидим сегодня, как будет, что будет. Так что сейчас я Сашу оставлю и поедем работать, трудиться. Все, давайте, оставайтесь на линии. Ой, на линии говорю. Оставайтесь на связи, да. Жмите лайки, ребят. Оставляйте комментарии, это очень помогает продвижению моего канала. Но на самом деле я очень несерьезно отношусь насчет канала, да, Продвижение твоего канала. Потому что некогда, ребят, видео снимать. Я как бы на основной работе работаю от 11 до 10 вечера, и про что мне снимать? Вот, а сегодня вот именно на доставке снимем ролик, посмотрите. Так, ну что, все, мы приехали, Саш. Давай, хорошо отработайте. Давай тебе тоже. Да, Хорошего дня. походу. Надо уже пропустить. Да, походу надо пропустить. Чило, да. Потому что он не едет на парковку. Заезжает. Паркуемся вот сюда. В принципе, от дома недалеко было. 15 километров. Я его оставил. Сейчас он поедет работать. И я тоже, походу, здесь же начну работать.
Ну все, ребят. Все, давай. Все, давай, дальше. Вот, друзья, первый заказ. Саша еще не ушел. Уходит ресторан Тук-Тук. Готовность через 7 минут. Берем. Так, первый заказ Тук-Тука я забрал. Отвез, в принципе, недалеко. Саска Кемпа, где я раньше жил, в этом районе. Вот где я жил, тут недалеко. Сколько? Ну, сколько? Через 5 домов, может быть. Опять же, с того же ресторана я взял заказ. Ресторан называется Тук-Тук Франциско. И еду за вторым заказом. Вот он, народный стадион. Стадион Народовый в Польше. Сейчас я вам покажу камеры. Ребята, вот камера, вот желтая, видите, вот стол. Вот она, вот эта вот камера. Здесь у нас получается мост. По мосту я проезжаю. Река Висла. Вот такая вот она огромная. Так, второй заказ я везу. Так, впереди гаишники, как я понял. Я только что проезжал под этим. Получается, я проезжал на мосту на этом. А сейчас приехал под мост. Вот такой вот он. А у меня заказ в этот дом. Ну, чуть дальше. Вот моя лупа. То есть Сашина лупа. Сейчас возьму заказ свой и пойду относить. Вот такие вот бизнес-центры. Вот таким бизнес-центром ходим. Вот такие. Ну, так, ребят, что я могу сказать? Заказы сыпятся. Их достаточно на болте. В центре получается очень много заказов. Прям не успеваешь завершать, сразу же следом заказы дают. Тут, короче, дорога такая каменистая. Я не знаю, как правильно выразиться. Каменные брусчатки или... в общем, из камня они тут делают дороги. Сейчас вот на трассу, то есть на асфальтированную дорогу буду выезжать. Вот видите, здесь уже не трясет. Сейчас третий заказ у меня был. Там получается 2 в 1 было заказ. То есть с одного заведения я 2 заказа забрал. Сначала Михаилу оставил. Там сколько минут ехать? Тут пробки в центре. Сколько минут? Минут, может быть, 15 ехал, там на 2 километра. А сейчас вот еду до Агаты, по-моему. А ехать мне 4 километра 15 минут показывает. Вот, 15 минут примерно ехать. Так что, ребят, едем, доставляем заказ и дальше работаем. Сейчас уже 15:45. Я 4-й заказ выполняю. В принципе, работа есть, можно работать до Нового года. А после я не знаю, как будет. Вот, ребята. В общем, работа есть. Работаем. Да-да. Иногда в Польше такие вот страшные пробки. Я еду за заказом, мне еще ехать. Сколько? Так, ну, 10 минут, километр. Вот такие вот пробочки. Так, только что забрал с этого ресторана. С этого ресторана доставку. Вот такие вот. Вот такие вот. Ресторанный такой барчик. Очень такой интересный. И выход. Тут, ребята, так красиво. Уху. Прикольно, да?
Вот она, лупа меня ждет. Взял доставку. Поедем дальше. Вот такое вот место интересное, ребят. Отсюда тоже мы заказы берем. Ребята, где я только что забрал заказ. Вот такое место красивое. Вот она. Отсюда я заказ забрал. И представляете, сколько мне ехать? Это ужас. Так, показывает 35 минут. Вот 34-35 минут мне надо ехать. Ужас. Почему? Потому что пробки, ребята. Особенно в ту сторону. Я не знаю сейчас я как поеду. Так, сейчас. Так, карта у меня показывает 30... Сколько? 30 минут ехать. Ну все, едем. Впереди, походу, ДТП. Поэтому так долго показывает. Ну ничего. Доставил заказ, ребята. Ехал я примерно... Сколько? Ехал примерно 45 минут, опоздал на 8 минут. Вот такие вот апартаменты. Шух. Новые дома вообще классные. Едем дальше работать. Вот такие вот дома. Новостройки. Так, ребята, я хочу познакомить вас с пацанами. Знакомые у меня, они тут работают. Сейчас я на видео сниму. Приветствую, приветствую. Как у вас дела? Все хорошо? Работа прет? Красавчики. Ребята, последний заказ сделал. Пришел вот такой вот ресторан Манты. Хочу покушать омлетку. Такой вот колорит узбекский. Так, ребята, пришел покушать. Такое вот меню. Так, что у нас здесь? Самса. Самса с говядиной, с бараниной. Супы, салаты. Манты по 21 злот. Баранина, говядина. Короче, все, да? Тут получается у нас шашлыки, походу. Сзади у нас десерты. Тут что у нас? Наполеон, медовик, пахлава, кофе. Вот такой вот колорит узбекской кухни. Бар. Прекрасно. Что я могу сказать? Последний заказ я принял. И прям возле ресторана было. Я оттуда заказ оставил и решил покушать. На улице холодно, сколько? 4 градуса, по-моему. Вот, и хочется поесть, горячего чая попить. И пойти дальше работать. Сейчас у нас время сколько? Время у нас 18:15. 18:15. Мне еще работает 6 часов, так что, ребят, работаем. Уф, ребята, вот они, подоспели мои манты. Очень вкусные, давно я не ел. О, я не помню последний раз, когда я ел манты. Но я думаю, будет очень вкусно. Ребята, иногда вот такие вот лифты попадаются. То есть без дверей. Сейчас сама откроется. Шу-шу. Ну как сама откроется? Ну все, открылась. Ну что, ребят, вот я приехал домой. Сейчас я вам сниму скрин, чтобы вы поняли. Так, время 23:51. Так, вот все заказы на сегодня. Я сделал 14 заказов сегодня. Так, я начал во сколько, сейчас я вам покажу. Так, да, первый заказ у меня
14, вот он, 14:43. Первый заказ. Ресторан Тук-Тук. Как я Сашу оставил, сразу поехал работать. И вот следом раз, два. Так. Получается 14:43, 15:09, 15:39, 16:06, 16:33 и так далее, да? Так, ну самый минимальный заказ у меня 7 злотых было. Ну это там близко сколько. Ну километр, может, я проехал. Вот. А самый крупный, вот 22:69. Так. Нет, 23 у меня есть. Да, самый длинный заказ это вот 23. Так, заработок курьера 23, плата за доставку 11, стоимость заказа 83. Ну, 83 это стоимость заказа, а заработок курьера написано 23, да? Так, ну, в принципе, 14 часов за сколько? 23. Вот последний заказ у меня 23:16 было. То есть в 11:30 почти я закончил, а я начал 14:40, да? Ну давайте скажем, в 15:00 я начал, а в 23:30 я закончил, да? Это получается у нас сколько часов? Так, 9, 10, 6, 7, так. Поработал я 9 часов, ребята, и заработал... Нет, 9,5 часов и заработал 222 злот. Вот, статистика на сегодня. Ну, так, чаевые пока мне не оставили. Думаю, может утром придут, я надеюсь. Если нет, то, ну, на это тоже спасибо. Общий за сегодня я проехал, получается, 72 километра. И принятые заказы у меня 48. То есть 50% заказов я принял, а 50% я как бы отказался, потому что дальняя подача была, и особо не хотел я в пробку ехать, там 15 минут, попросту терять время. Там сколько, дальность 3-4 километра, зачем мне это надо? Я лучше короткие заказы возьму, там, ну, погрешность максимум 2-2,5 километра. Просто переться на 5 километров, если ладно, Болт платил бы за подачу до ресторана, например, как Глова, как Вольт, они, например, за подачу машины до ресторана оплачивают, а Болт не оплачивает, поэтому неинтересно мне дальние заказы принимать, а короткие, да, вполне. Ну и все, ребята, у меня вот 2 дня выходных было. Первый... Так, сейчас я вам покажу. Вот первый, вчера, 15 ноября, я 11 заказов сделал, 170 злот заработал, да? Вот. Поскольку я... Так, 17-18 я начал и закончил 23:54. Грубо за, скажем, за 7 часов я заработал 169 злот. Вот. А сегодня заработал 222. То есть 2 дня я просто так не лежал. Решил выйти, подзаработать, хоть пускай копейки, там 200-300 зетов, как бы на дороге не валяются. Поэтому, в принципе, я доволен. А завтра я пойду на свою работу. Работаю от 12 до 9 вечера. Ну, всем спасибо, ребята. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. Извините то, что я так давно не выхожу, не снимаю видео. На это есть причины. Работаю как бы в ресторане и некогда мне снимать видео. А когда выходные будут, там пару дней, например, я буду выкладывать видео именно по доставке. Все, всем спасибо. Всем удачи, работайте.